Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Мы сегодня с вами проводим очередную встречу «Телемост», который у нас ежедневно с 9 мая. О, Господи, с 9 мая. Ну, наверное, как победа, оговорка. С 9 сентября мы ежедневно с понедельника по пятницу встречаемся. И сейчас мы начали с вами путь по перемене мышления. Почему? Потому что сами мы же знаем, что у нас ключевое – это наше мышление, наши мысли, как мы думаем, что мы думаем, и в результате то мы и получаем. Повторяться я не буду, все записи у нас и на Рутубе, на Ютубе, ВКонтакте, то есть вы можете снова пересматривать. Почему? Потому что наш организм может что-то взять, а что-то еще не готов принять. Но время такое у нас, можно сказать, сейчас ответ на зов времени. На зов времени мы слушали, если мы кто-то были на встрече 3 дня, которые проводил Кирилл Губаревич, а мы в команде новой стратегии Кирилла Губаревича. Он четко пояснял первый день, исток, как начался степ-брейфинг. Второй день он пояснял, почему именно сейчас новая открывается еще дополнительная возможность. И назначение степ-брейфинга было подготовить нас к новому миру, к переходу. Если вы читали четверостишье Сергея Анатольевича Функнера, так вот, переход, он длился из эпохи рыб в эпоху Водолея 25 лет. И в прошлом году он уже завершился. И вот после завершения перехода у нас уже не работают прежние законы, которые работали раньше. И многое поменялось, а мы еще не поняли, что нас переводят в другую мерность. Почему переводят? Не за ручку нас никто не ведет. Нас ведут, потому что сама планета Земля – это естественный процесс, очень сильно, интенсивно повышает вибрации. Душа планеты Земля, значит, так же, как и у нас есть душа. Есть такая наука макробиотика. Мы микробио, а планета Земля макробио. То есть мы копия этого всего, что происходит вокруг. И дофилософствовались до такой степени, что забыли, что есть ты сам у себя на самом деле. И сейчас, соответственно, очень сильный энергодефицит у людей, да, и что мы в себя сажаем, то и вырастает. Поэтому наша команда, она взяла такой курс «Ответ на зов времени». Мы четко изучаем сейчас принципы мышления богатых и бедных. И, как я уже подчеркивала и буду подчеркивать, что и богатые, и бедные – это не плохие, не хорошие люди. Бедный будет до тех пор бедный, бедоносец, пока он не прекратит вот это, он примет решение стать богатым. И мы с вами как раз приняли такое решение, потому что Международная общественная благотворительная организация «Единство», где у нас степ-брейфинг и брейв-бизнес, мы можем с самого такого вот маленького старта, с самого низкой ступенечки такой, подняться на самый высокий уровень, даже не, ну, как бы не подозревая. Вот в Библии есть такие слова. Псалом 60, почитайте. Потому что там так написано: «Господи, возведи меня на гору для меня недосягаемую». Вот прям начинаются так слова. И вот вы же не знаете, какой взгляд на вас Бога, да? И что такое взгляд Бога? Какое ваше призвание? Для чего мы оказались, вот родились и оказались в этом времени перехода планетарного? Видимо, для чего-то это нам надо было. И сегодня мы разберем пятое отличие. Пятое отличие – это препятствия и возможности. Чтобы вам было понятно, что мы не развлекаемся, мы образовываемся. Что такое образование? По образу и подобию, когда мы начинаем понимать и осознавать, не сравнивать себя ни с одним человеком на планете Земля, но мы все составляем общее сознание человечества. Надеюсь, вам это понятно, о чем я говорю. И никто так лучше тебя не знает, но всегда есть кто-то, кто тебя поддержит. И этот кто-то – это ты. В первую очередь ты, если ты себя не поддержишь, но кто тебя поддержит, дорогие друзья?
Но кто может знать твои именно твои те ценности, которые природные ценности, с которыми ты пришел. И вот мы потихонечку, так мягко, пошагово изучаем вот эти наши отличия мышления богатого и бедного. И так мы постепенно с вами сможем преобразоваться, преобразование и образоваться, именно стать тем человеком по образу и подобию, как мы пришли сюда, с какой задачей мы пришли сюда, вообще базовой задачей. Потому что я не буду замолкать и повторять, у нас всегда есть базовые задачи воплощения, зачем мы пришли. И это наше призвание. Итак, препятствия и возможности. Сегодня тема. Человек со множеством достоинств добавит к ним еще два, если окажется способным заработать и разумно потратить большие деньги. Вот такая цитата. Это начало, пожалуйста, модераторы, соорганизаторы, выключайте. Кто не может выключить свой микрофон, помогите им. Значит, что это за цитата? Человек со множеством достоинств добавит к ним еще два. Какие два? Если окажется способным заработать и разумно потратить большие деньги. Вот большие деньги. Что такое для нас большие деньги? Это сказал Эдуард Сервус. И вот именно мы о мышлении нашем. Что мы позволяем себе? Бедные мыслят категориями препятствий, богатые мыслят категориями возможностей. Внимание, подчеркните себе вот эту цитату. Бедные мыслят категориями препятствий, а богатые мыслят категориями возможностей. Все-таки от того, куда направлен фокус нашего мышления, это очень зависит наши результаты и наше положение, да, и состояние. Препятствия существуют всегда. Есть такое выражение «благословенны препятствия, преодолевая мы их растем». Но если мы создаем препятствия сами и отворачиваемся от истинного пути своей души, то, естественно, какой там может быть рост. Вот сами-то не создавайте себе препятствия. А какие препятствия? Они в мышлении. Они в мышлении. И препятствия существуют всегда, даже когда мы только определяем свою мечту или ставим перед собой цель. Человек всегда задается теми целями, которых он еще не достиг, и мечтает о том, чем еще он не владеет. Вот это так и есть. Если у вас, к примеру, есть один костюм коричневого цвета определенной модели, то вы мечтать не будете о таком же точно костюме, или обувь там какая-то есть. Вы о такой же точно не мечтаете, вы что-то хотите иное уже. Ну, так устроен человек, и мы с вами делали настройку достижения целей, да, и вот эта настройка достижения целей, она нам показывает, вспоминайте, мы там землянику собирали, да, и вот это вот получается, одна уходит земляника, другая появляется, и это жизнь, потому что жизнь постоянно меняется, преобразуется, и нас, так как учили долгие годы, и у людей сформировалось такое, что все должно быть стабильно. Стабильно только ноги плотно стоят на земле, а голова в небе. Вот препятствия всегда гарантированы. И вы спросите, почему они гарантированы? Ну, потому что это плата за мечту, за поставленную цель, за достижение которой надо заслужить. Как заслужить? Мы это разберем сейчас. В жизни все происходит по справедливости. Напомню, у нас есть 3 базовых закона в жизни, которые мы можем никогда не слышать, а если слышать, не понимать и не осознавать. Закон свободной воли. То есть почему у нас в степ-брейфинге мы, даже в кодексе этики написано «мы рекомендатели». И когда мы заполняем доступ к части там, или заявление на регистрацию, чтобы стать членом Международной общественной организации «Благотворительное единство», там спрашивают логин вашего рекомендателя, не пригласителя. Вот это вот четко прям. И мы никого сюда не приглашаем.
мы рекомендуем. А если есть у человека отзыв души, каждый как-то зашел сюда по отзыву именно сердца своего, души своей. И получается, в жизни все происходит по справедливости, закон свободной воли, дальше закон единства двух начал и закон справедливости. Вот эти три закона, они работают, они неизменны. Почему? Мы не имеем права, сейчас закончилось время авторитарного руководства. Что такое авторитарное руководство? Делай только так, как я сказал. Вот, или как я сказала. Сейчас закончилось, потому что эпоха рыб завершилась уже полностью в 24 году. Вот, а сейчас мы уже в эпохе Водолея, и тут работают иные законы. И эта эпоха будет 2000 лет. И мы как раз сейчас у порога, и уже не у порога, а порог, уже дверь открылась, а кто-то стоит у порога и не переходит туда. Так вот, закон свободной воли– это тот закон, когда ты вправе сам выбирать, жить или исчезать, да? И вот это наша задача. Мне задают партнеры, мне много пишут люди каждый день, и каждый какие-то пишет вот такие вопросы личные. И вчера вот у меня одна партнер прямо позвонила. У нее так случилось, она прорабатывает, у нее все 7 частей, а родственники ее не воспринимали. И она сказала, вот я прорабатываюсь, а у них становится плохо. Да ты просто не видела, у них и было плохо, это тебе проявляется. Вот, это не из-за тебя. У них, у каждого из-за них. А тебе показано, что работай с собой, а если они не спрашивают у тебя, или ты им что-то предлагаешь, они не слышат, это тоже их выбор. Закон свободной воли. А закон справедливости как работает? Аз воздам за деяния твои. Причем то воздавалось за далекое, а сейчас сразу хлоп и воздается. Сделала или сделала ошибку, подумал плохую мысль, она тебе хлоп и сразу далась эта мысль. Понимаете? То есть мы живем сейчас уже не в эпоху рыб, когда было принцип весов работал, а эпоха, переход началась в 2000 году. А сам Функнер Сергей Анатольевич открыл степ-брейфинг в марте, 9 марта 1999 года, и назначение степ-брейфинга– подготовить нас к переходу. 25 лет готовила нас. Вы понимаете? А кто-то не готовился никогда. И сейчас надо от чего-то избавиться. Почему я там слова такие даю? Сейчас еще в 2 чата пришлю. Я отпустила все то и всех тех, кто и что перестал служить моему высшему благу. Это не значит, что ты наплевал на людей. Ты с себя снял людей и занялся собой. Почему? Потому что у нас есть в 5 части программ, есть такая программа, она не МЭЦ, а именно программа, которая активация шишковидной железы. Ее надо к ежедневному применению хотя бы раз в день применять. Почему? Потому что эта программа дает нам соединение с истинной божественной нашей частью, с истинной нашей душой. Она дает нам ту связь, которую мы по каким-то причинам прервали. И тогда мы не в себе и не с собой. Когда у нас, многие знают, что у нас есть чат «Путь к себе», и там на темы все поделено, в связи с тем, что как ведет себя пока Телеграм, у нас не получается там проводить. Вот мы освоили сейчас Телемост, и у нас Телемост будет, вот эта вот площадка Телемост, она у нас на 1000 человек. И, по сути дела, я еще, буду честна, не прошла полное обучение, как тут делать, чтобы все 1000 человек помещались и так далее. Но я обещаю, что я это со временем сделаю. И здесь мы на этой платформе можем, собственно говоря, собирать огромное количество людей. А запись потом отправлять в Телеграм. А если вообще Телеграма не будет? А посмотрите, какой у нас
В Телеграме есть, ну, в общем, набор многой полезной информации. Значит, а что? А тогда у нас есть электронная почта. И мы тогда будем через электронную почту, ну, переправлять эту информацию. Хотелось бы, конечно, вот такие личные встречи иметь, но бывает такое, что и запись ты можешь послушать. Если ты уже знаешь, что эти встречи приносят тебе благо, послушай в своем ритме. Но я вас призываю, займитесь собой сейчас как никогда. Повышайте частоту вибраций кристалла разума своего. Соединяйтесь с истинным путем вашей души, с истинной божественной вашей частью. Прошло время всяких фокусов, прошло время насилия. И как я вернусь к той фразе, что сейчас закончилось время авторитарного руководства, существует, я уже как-то говорила и сейчас напомню, существует два вида. Это правитель и вождь. Так вот, правитель – это тот, кому дали готовое что-то и готовый маршрут, и он пошел. Вот по этому готовому маршруту шаг влево, шаг вправо, он даже сам не думает, он как в шорох лошадь скачет и всех вот так в жесткое берет. А вождь – это тот, который не управляет, он не наказывает, он направляет. Он направляет в том, в чем он знает. И также уважает тех, базовое уважение и благодарность сейчас, кто что-то лучше него знает. И значит, он что? Направление другого тоже раскрывает. А если он направление другого раскрывает, то это как раз вот наш принцип шеста, где у нас соединено духовное и материальное. Перевожу. Духовное – это нравственное, это ясность, это честность и деньги. Почему? Потому что с помощью денег мы приобретаем то ценное и важное, что нам необходимо для нашей жизни. Мы закрываем свои базовые потребности. Поэтому у нас также в том числе базовая потребность – это деньги. И вот нужно с этим тоже подружиться, и поэтому мы разбираем мышление препятствий, возможностей. Значит, препятствия у нас у всех всегда есть. И вот потому, что это плата за нашу мечту, за поставленную цель, достижение которой надо заслужить. В жизни все происходит по справедливости. Вот закон справедливости. Аз воздам за деяния твои. А я бы сказала, аз воздам за мысли твои. Вот. И все происходит по справедливости, пока не заслужил чего-то того, то ты ничего не получаешь. А что такое заслужить? Вспоминайте, вчера я говорила, каким мне следует стать, или каким мне необходимо, или какой мне необходимо стать, чтобы вот это получить. Какие качества мне нужно наработать. Все, что мы имеем сегодня, мы заслужили. Вот все, в каком мы виде, в каком состоянии, это мы натворили сами с собой. И если нас уважают, значит, есть за что. Если мы проходим через унижение и испытания, значит, и это тоже есть причина этому какая-то. И богатство мы получаем благодаря своему упорству и терпению. Вспоминайте, вчера я тоже говорила, что именно что у нас связано, что у нас базовое. У нас базовое, нам необходимо обязательно не только на таланты опираться, а нам необходимо опираться на решительность, на упорство, ставить свои вот цели, да, вот идея какая-то, а мы берем план, пишем этой идеи, ставим цели, делим на задачи и начинаем действовать. И вот у нас как действовать? У нас нужна команда единомышленников, а система у нас есть, что делать. И вот задать вопрос, кто-то сравнивает одну команду с другой. Что такое команда? Это посмотрите, сейчас я немножко подберу слова. Посмотрите, у нас команда, мы находимся в команде Губаревича Кирилла. У нас есть стратегия
Новая стратегия Brave Business. Простите, мне звонок. Сейчас побудьте с собой. Так, я вернулась к вам. Э, Значит, посмотрите, на чем мы остановились. Мы все имеем то, что заслужили. И вот когда мы говорим, у нас есть таланты, а они у нас не раскрыты, ну, в силу тех обстоятельств, где мы находились, система образования такая была, вот. Но не все знают в жизни, понимаете? И поэтому, когда пришло время знаний, мы будем этими знаниями пользоваться и применять их. Поэтому талант не так важен, как важно упорство, постановка цели и действия, да, решительность. Не просиживание и не ожидание, что что-то произойдет. Это так было, когда был период эпохи рыб. Но он вот закончился в 24 году. И этот переход уже произошел. Мы оказались именно в эпохе Водолея, но мы-то привыкли жить как в эпохе рыб. А вот эта эпоха Водолея на 2000 лет, и вибрация планеты Земля очень быстро меняется, и нам нужно меняться, а уже не быть такими, как были. Со стороны может показаться, будто какой-то человек стал состоятельным незаслуженно. Но об этом не нам судить. Вот нам иногда кажется, кто-то богатый, он воровал там и еще что-то такое, да. И если у него много дорогих вещей и различных ценностей, значит, он их заслужил. Нравится это нам или нет, но это факт. И мы заслужили тот образ жизни, который ведем. Вот каждый осмотритесь на свой образ жизни. А теперь вспомните народные сказки, в которых главному герою приходится пройти через тяжелые испытания, преодолеть множество препятствий, а в самом конце убить дракона, чтобы жениться на своей возлюбленной. За все надо платить, просто так ничего не дается. В этих сказках заключена многовековая мудрость. Она передается иносказательно, метафорически, понимаете это? И под драконом подразумевается именно наш страх, который является главным препятствием на пути к мечте. Мы вчера разбирали страх и любовь. Мышление бедных – это всегда страх, или стимулирует его, или тормозит. Я вчера сказала о рептильном мозге, но забыла вам пояснить, что он делает. Если страшно, то что делает человек? Это природное, естественное, древнее. Он убегает, он нападает или он замирает. Вот это вот функция страха. А если у человека уже не только рептильный мозг функционирует, а еще вот эта вот часть развитая начинает, более молодая, неокортекс и всякие вот эти вот части, которые ты же понимаешь, ты живешь не тогда, когда за тобой надо было бежать, за тобой гонится зверь, а тебе надо мамонта убить, в пещеру притащить. Мы же уже не там, мы уже здесь. И нужно именно здесь вот действовать. Поэтому вот именно дракон – это страх. Страх нам что-то делать по-иному. Потому что есть такое слово лояльность. Мы лояльны, мы боимся, если вот у нас все в семье там будут как-то жить не очень, а мы станем хорошо, что мы будем отвергнутыми. Вот это все рептильный делает он, друг наш. А мы же можем с собой договориться, да, я подымусь, я буду действовать и взаимодействовать. У меня есть общество единомышленников, вот в единстве. Я не один. Если меня осмеивает кто-то там в какой-то момент, мои родные, через какое-то время они будут не осмеивать, это точно посмотрите. Соответственно, чтобы добиться чего-то в жизни, надо победить этого дракона и преодолеть свой страх.
Но когда появляется мечта, бедные не думают о возможностях. Наоборот, они фокусируются на препятствиях. Например, я не хочу открывать свое дело, потому что может случиться что-то, то-то и то-то, но что-то может случиться, и я боюсь воплощать свою мечту в реальность, потому что это может не получиться там. Ну вот такое, да. Вот сейчас у нас ассоциация предпринимателей Brave Business, брейфистов, Факст. И я задаю вопрос каждому человеку, с кем кто-то мне обращается, пишет: а ты планируешь идти в Факст? И человек, некоторые говорит: да, планирую. Вот. А когда ты планируешь, спрашиваю. Ну, когда-то. А кто-то говорит: уже сейчас. Я даю сразу ссылку. Почему? Потому что это не потому, что ко мне человек пойдет. Он пойдет в Факст, выберет какого-то своего, с кем он пойдет, потому что это будет потом многие годы жизни с этим человеком. А кто-то говорит: а зачем вы спрашиваете? За шкафом спрашиваю. Ты же человек живой. Если тебе не дали информацию. Вчера обнаружилась такая ситуация в чате МЭЦ. Девушка обнаружила, она оказывается в моей команде, но я не знала. Причем вторая линия моя. И она не добавлена ни в ББ предстарт, она не добавлена в чат первого уровня. Кто же вы такой, кто ее зарегистрировал? Я знаю, кто зарегистрировал. Ну, как вы себя можете назвать? Вы сами-то там хоть находитесь в первом уровне. А вы людей понимаете, как туда надо переводить, а дальше уже хоть там-то уже переведи туда, доведи. Ну, зачем вы их регистрируете? Чтобы вы им были тормозом, что ли? Раскройте людям возможность. Тогда вот, когда появляется мечта, бедные не думают о возможностях. Я уже говорила, да? И, соответственно, так как они думают о препятствиях, соответственно, каковы мысли, такова и жизнь. Я уже говорила, 2 раза события в нашей жизни происходят. Один раз происходит, когда мы в голове его создали, а потом оно не так быстро, но через время оно будет точно в жизни. Тогда, если ты думаешь плохо, плохое ты и будешь получать. И причем сейчас быстрее, чем раньше. А богатые вот люди мыслят категориями возможностей. То есть, когда они встречаются с какой-то проблемой, да, или когда у них появляются какие-то возможности, им не до препятствий. Они даже не думают о них. Они рассуждают примерно так. Если я использую эту возможность, то добьюсь хорошего результата. Или если я решу эту проблему, смогу достичь своей цели. Помните, что проблемы приходят не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы научить. Они дают бесценный опыт. Богатые это понимают. И если с бедными людьми говоришь о возможностях, они сразу начинают обсуждать препятствия. А если с богатыми говоришь о проблемах, они видят в них возможности. Вот это еще раз подчеркиваю. Если мы говорим с бедным человеком, что такое бедный? Это мышление у него такое. То человек говорит о чем? Он говорит сразу о препятствиях, а богатый, если говоришь ему о проблемах, он уже возможности ищет, как решить это. Вот это богатое мышление, что нам следует развивать, и мы можем это делать с нашими программами. Если даже жизнь преподносит неприятные сюрпризы или проводит через испытания, богатые люди встречают их мужественно и не пытаются убежать от них, а анализируют ситуацию, ищут решения и говорят себе: если я преодолею это препятствие, значит поднимусь на ступеньку выше. Поднимусь на ступеньку выше, чем был вчера, стану сильнее и умнее. Ну вот есть на Востоке: благословенны препятствия, преодолевая мы растем. Но помните, не создавайте их дополнительно сами.
и всегда их создаю в уме, а потом они реализуются в жизни. Всегда надо проявлять настойчивость в достижении цели. И какая у нас цель, если мы в стратегии в новой Brave бизнеса? И согласно стратегии Brave бизнес у нас указывается 5 активных партнеров в первой линии. Все. Дальше ты уже понимаешь, помогаешь и объясняешь, обучаешь, ну, поддерживаешь. И что здесь получается? Необходимо не обращать внимания на трудности, на временные срывы и сомнения. Неудачи и поражения не могут устоять перед настойчивостью. Это доказано исторически. Временные неудачи и трудности на пути неизбежны. Они бывают у всех. Например, многие люди, начиная заниматься бизнесом, залезают в долги. Ну, это так, это факт. Но если вы взбираетесь на дерево, всегда есть риск того, что вы упадете. Понимаете, да? Но вы же все равно, особенно кто дети были, да, по садам, вот, по деревьям, неважно, девочка или мальчик, но все равно зачем-то лезли там за яблоком, за шелковицей. Но чем вы выше забираетесь, этот риск еще больше. Однако самые вкусные плоды растут на самом верху. Точно так же и в жизни. Настойчивость побеждает. Она помогает проходить через трудности и преодолевать все препятствия. Если это твоя ценность, да, если это твоя, ну, скажем, созвучно с тем, ну, ты же хочешь что-то лучшее, это природа лучшая. В детстве вы вообще, никто же, наверное, не желали чего-то такого плохого, а мечтали о чем-то хорошем. У многих из вас наверняка были случаи, когда вы очень хотели что-то приобрести, но денег не было. Тем не менее, вы так страстно хотели реализовать свое желание, что каким-то образом деньги находились. Представлялся случай получить кредит или помогали родственники, например. И неожиданно. И помните, что деньги появятся только тогда, когда вы будете точно знать, для чего они вам нужны. Не просто потому, что у кого-то есть самолет или яхта, и мне надо. Ваши ценности, возможно, с этим не совпадают. Возможно, у вас такие ценности, что ну, что-то другое абсолютно. И вот на это приходит. А вот есть такое еще выражение: на каждого ребенка, который рождается, на него тоже приходит все. А некоторые боятся сейчас родить ребенка, потому что типа денег нет. Так будут деньги еще больше. Если ты точно делаешь то, что надо, ценности твои и твои задачи воплощения это. И помните, да, что деньги появляются только тогда, когда вы будете точно знать, для чего они вам. При этом вы получите столько, сколько вам надо, именно тогда, когда надо. Это очень важный секрет, который вам надо запомнить. И что я сейчас хочу подвести черту нашего вот этого, этой теории. Перестройте свое мышление. Исходите из того, что препятствия всегда будут, но надо научиться преодолевать их. Это плата за успех. Это плата за успех. Вы должны сконцентрироваться на возможностях. Они всегда есть, просто мы не всегда их замечаем. Думайте о возможностях, и они обязательно у вас появятся. Итак, теория завершена. Завтра мы с вами будем разбирать категории жадности, соблазна и категории стабильности. Не завтра, завтра же суббота, в понедельник. Вот. А сейчас мы сделаем с вами практику. Я вам сейчас практику, какую я хотела, все-таки на свободу от обид. Почему? Потому что, смотрите, что нас тормозит.
Что такое обиды? Мы уже разбирали. Мы часто обижаемся на себя, обижаемся на других. Если мы обижаемся на кого-то, мы подсознательно желаем ему смерти. Если мы обвиняем кого-то, мы ему желаем смерти. Обвиняем себя, желаем смерти. Все это разрушительные вот эти вот состояния, но это не руки, не ноги, не туловище, это наши чувства. Вот именно обида – это то чувство, которое нарушает клеточное состояние всего организма. Поэтому сейчас мы сделаем эту практику, но мы ее без записи сделаем. Вот.